Григорьевич родился в 1925 году, 7 сентября, в Верхнеуфимском улусе. И долгое время... Ребята, спокойно, пожалуйста. Спокойно. Слушаем, да? Мальчики. Анисий Григорьевич сам по профессии врач. Он лечил людей, спасал жизни. И когда началась война, Анисий Григорьевич стал командиром снайперского отряда. Получил ранение, но после войны он продолжал военную службу уже как командир отряда. В 1903 году перезвался в армию. Когда мне было 18 лет, я школу кончил, семиклассную школу кончил только. Не 10 лет учился. У нас тогда школ мало было, среднего школы почти не было. Поэтому мы только 7 классов окончили. И после 7 классов мы уже в армии. Через 3 года после окончания 7 классов мы работали в колхозе. Взрослые люди работали. У меня тогда было 15 лет. И мы тоже молодые были. И когда мы в 6-7 классе обучали нас по военному делу. Я был на охотничьем Когда нас учили, нас было не одиночные снайперы были. Мы учили групповую снайперскую группу, целую роту. Мы учили, например, 1 раз. Всего 1 курс обучения получается 40 дней. Когда так меня учили, тоже 40 дней, сейчас других мы тоже учали каждый раз по 40 дней. И мы выпускали и сразу отправляли на фронт. Все родились, уже столько поколений после войны родились под мирным небом. И сегодня мы проводим эту встречу для того, чтобы вы запомнили на всю жизнь. Наши дети в эти дни были настроены только на то, чтобы сегодня, в этот день, рассказать вам свои стихотворения, подарить вам свои подарки, поделки, сделанные своими руками, и порадовать вас сегодня в этот замечательный день. Перед тем, как наступит День Победы 9 мая. И весь этот период мы с вами носим георгиевские ленточки. В память об этом мы несем эту вахту. Мы не забываем об этом никогда. И наши ученики, конечно же, тоже не забудут. И их дети, да, дети, ваши дети, тоже не забудут, потому что так мы их, как надо, воспитаем. Перед вами сейчас выступит Югов Власик. Он приготовил для вас стихотворение. Я на свете недавно живу, историю знаю по книжкам, но зато про большую войну я живые рассказы слышу. Есть хороший один человек, он всегда говорит мне правду, и в душе остается след, остается со мной мой прадед. Прадедушка, он всю прошел войну, от Волги и до самого Берлина. Прадедушка, он защищал страну, он защищал жену свою и сына. Прадедушка, он жизнью рисковал, чтобы опять запели в небе птицы, и стало небо голубым, и смех не угасал, и чтобы мне на белый свет родиться. Он так рано ушел на войну, был как я, он в военные годы. Побывать довелось им в плену и пройти сквозь огонь и воду. Он защитником Родины стал, хоть совсем еще был мальчишкой, и победу завоевал, и с победою
дому вышел. Прадедушка, он всю прошел войну, от Волги и до самого Берлина. Прадедушка, он защищал страну, он защищал жену свою и сына. Прадедушка, он жизнью рисковал, чтобы опять запели в небе птицы, и стало небо голубым, и смех не угасал, и чтобы мне на белый свет пробиться. Все для фронта. Вот такие вот вязали рукавички и носочки. И вот Светина мама со Светой вместе потрудились для Анисима Григорьевича сегодня. Александр приготовил А это вот Настя сделала такую сегодня бриллиантик. Интересную. Oğlan var, hareketler bu hareketler tandım, nah, sesuai dengan itu lokalnya kasih, warna dia tak waktu ayat dia lagi, orang ini kira-kira jadi berani, berak tuh kabaran, siapa Ahmet izin jauh barat ini kira bola, orang diharu kira obat tak kita berhak kita ni kelihatan dia ni mana itu tuh itu sudah sekolah tidak berada dan juga zaman kita putra itu mana mana kira itu mana nah halaman Tuhan karena dulu orang yang bikin mudah tidak berapa. Oke tidak berapa anak sahaja pasti tahu juga bahwa orang belajar kawannya. Ini kira macam berapa. Oh kita ini lapas sangat besar. Orangnya kita kelam sudah orang kebijakan kita. Untuk mulai jalan yang masyarakat itu belajar ibaratnya bukan ada di dalam video bukan sekolah berajar orang ada di dalam video berajar antara orang yang berajar dia baru dia baca baca berubah dan ya dia seringlah seperti kebar. Знаете, что самое главное говорили им учителя? Что пятеркой они убивают врага, а двойкой они помогают. И ребята очень хорошо учились, старались. В то время, ребята, школы были не такие, как у вас сейчас, да? И многим приходилось очень много километров каждый день идти до школы, иногда даже лесом, для того, чтобы пойти учиться. Вот Анисим Григорьевич рассказал сейчас о том, что он поступил в школу чуть позже, чем все остальные, потому что болел. Но он очень старался и сразу же, через несколько месяцев, уже догнал всех по программе. И хоть и не получилось доучиться все 10-11 классов, как сейчас учатся, да, только 7 классов, но Анисим Григорьевич и закончил, эти 7 классов закончил с отличием, хорошо. И он для вас желает, чтобы вы старались в учебе, потому что это очень-очень важно.